Этот храм я помню столько же, сколько себя. Здесь меня крестили. Сначала в храм меня приводила бабушка, а затем я стал прибегать сюда сам. Богослужение, убранство, иконы – все здесь дорого моему сердцу. Но особенно я полюбил святого. Рядом с ним тепло и спокойно на душе. Бывает, приходишь в волнении или мучает тебя какой-то нерешенный вопрос, а приложишься к раке, помолишься, скажешь: «Отче Спиридоне, помоги», и сразу же обретаешь мир и покой. Каждый раз, когда я соприкасаюсь со святым Спиридоном, меня охватывает благоговейный трепет. Его мощи обладают удивительными свойствами. Они не только нетленны, но и сохраняют мягкость живого тела и имеют постоянную температуру 36,6 градусов. Храм святителя Спиридона Тримифунского на греческом острове Керкера. Вот уже несколько веков история острова неразрывно связана с именем этого святого. В православии святителя Спиридона почитают наравне со святым Николаем Чудотворцем. Он стал покровителем Керкеры, несмотря на то, что его родиной и местом служения был остров Кипр. Возможно, по его воле в XV веке именно здесь, вдали от Кипра, святые мощи обрели покой. Господин Георгиас несет здесь послушание и присматривает за ракой. Святой вечно живой. Для нас это счастье, любовь и покой. Мы стараемся служить святому как можно лучше. Ежедневно мы видим множество примеров людей, имеющих проблемы со здоровьем, и за короткое время болезни уходят. Спиридон помог моему отцу, когда он находился в больнице. Ему делали хирургическую операцию. Он увидел святого Спиридона, тот сказал ему: «Никон, не бойся, я буду идти впереди, а ты иди за мной». И они вместе с ним переходили озеро в высоких сапогах. Впереди шел Спиридон, а отец шел за ним. Операция длилась 8 часов. Хирурги думали, что он не выдержит, но отец выдержал. Остров Керкера омывается Ионическим морем. Горы, покрытые кипарисами и оливковыми деревьями, песчаные бухты и пляжи, неприступные скалы, разнообразие архитектуры, венецианские лоджии, дворцы в английском стиле, византийские храмы, средневековые рыцарские замки – все это остров Керкера. Богата и насыщена его история. Само название острова происходит от имени мифической героини, нимфы Керкеры. Согласно легенде, Посейдон перенес сюда свою возлюбленную, в честь которой и назвали остров. Он расположен на перекрестке морских торговых путей между Западом и Востоком. Тот, в чьих руках находился остров Керкера, контролировал судоходство в районе. Поэтому остров привлекал к себе взоры многих завоевателей. Они пленялись его красотой. Римляне, ромеи, венецианцы, французы и англичане внесли свой вклад в развитие острова. Но особый след оставили здесь венецианцы. 400 лет их управления островом не прошли бесследно. Это отразилось на архитектуре, храмовой росписи и богослужении. В праздничные и воскресные дни церковный хор поет под аккомпанемент органа.
много страданий и испытаний перенес народ Керкеры за свою многовековую и удивительную историю. Святой Спиридон стал для жителей острова надежной опорой и защитой. Мы каждый день чувствуем присутствие святого. Все местные жители, керкерцы, не начиная своих дел, пока рано утром не придут к святым мощам, чтобы поставить свечку, помолиться, приложиться к покровителю и отцу нашего острова, после чего с миром идут заниматься своими делами. Это они делают не по привычке, а сознательно. Также и дети, которые идут в школу, сначала заходят к святителю Спиридону, а после идут на уроки. Этот остров – единственная территория Греции, которую так и не смогла завоевать Османская империя. В 1716 году турецкая эскадра окружила Керкеру и готовилась к нападению. Внезапно в небе над островом появился образ старца с огненным мечом в руках, и турки обратились в бегство. Впоследствии они узнали, что Керкеру оберегает святой Спиридон. С тех пор началась традиция совершения крестных ходов в честь святого с обнесением его мощей. Он покровитель и блюститель этого острова. Во время крестных ходов святой осматривает остров, проявляет свое присутствие, благословляет народ, дома и магазины, жителей. Керкерцы очень почитают святого Спиридона. В средние века остров получил второе наименование – Корифа, от двухвершинного Акрополя, возвышавшегося над городом. Отсюда и современное название – Корфу. Хотя местные жители признают только одно имя своего любимого острова – Керкера. Средоточием общественной жизни на острове является одноименный город. В его центре и находится храм святителя Спиридона. Спиридон почитается в Керкере и всех окрестных островах уже много лет. Я верю в чудеса, которые происходили с людьми здесь и по соседству. Если бы я не верил, то не ходил бы сюда каждый день. Я каждый день сюда хожу. Каждый раз, когда мы меняем облачение, видно, что оно изношено. То же самое происходит и с тапочками на его ногах. Наши отцы говорят, что святой много ходит и оказывает помощь. Башмачки, которые снимаются у святого Спиридона, вот эти бархатные башмачки, их расчленяют на маленькие ниточки и кладут в пакетики. И каждый человек острова берет этот пакетик, как они называют здесь, филахто, с собой носят в сумке для того, чтобы даже вот это могло ему помогать. Темный цвет лица святого – это следы копоти и пыли. При этом никто из нас не дерзает и не имеет такой веры, чтобы почистить лик святителя. Когда мы совершаем молебны и меняем тапочки, то на его ногах мы видим нетление. Стопы святого по цвету более желтые, чем моя рука. Правда, чуть темнее естественного цвета человеческого тела. Когда мы притрагиваемся к телу святого, то на коже остается вмятина, которая потихоньку выравнивается. Как мощи столь прославленного святого Кипрской церкви оказались на этом острове? 300 лет мощи святого Спиридона покоились в Тримифунте, городе, где он служил. В VII веке от Рождества Христова начались нападения сарацин на Кипр. Чтобы спасти святыню от поругания, в конце VII века мощи святителя Спиридона были перенесены в Константинополь. После взятия Константинополя турками-османами в 1453 году греческий священник Григорий Полиевкт спас мощи святых Спиридона и императрицы Феодоры. Он перенес мощи на остров Керкера. Эта территория не была завоевана турками. С 1386 года остров находился под властью венецианцев.
4 декабря 1577 года венецианские власти выделили в центре города участок для строительства храма в честь святого Спиридона. В 1589 году храм был освящен, и туда были перенесены мощи святого. С тех пор этот храм стал родным домом великого святителя. Один человек во время кораблекрушения просил святого, чтобы тот спас его. Он воскликнул: «Святой Спиридон, спаси меня!» И тут же некий старец вытянул его из моря и спас. Когда же он оказался на суше, то сразу же пошел к святому Спиридону, чтобы поблагодарить его. Возле храма кто-то сказал ему, что мощи закрыты. Святой не открывает. «Но почему?» — спросил он. Оказалось, что в момент кораблекрушения священники не могли открыть раку. Но когда он вошел в храм, тогда рака открылась без труда. И все увидели, что в ногах святого лежат морские водоросли. По свидетельству Христодула Вульгариса, великого протопопа Керкеры, жившего в 17 веке, еще в Константинополе от мощей была отделена десница, правая рука святителя. В 1592 году ее преподнесли в дар римскому папе Клименту VIII. С тех пор святыня находилась в Риме, в храме Святой Марии, Санта-Мария-ин-Валичелло. А в ноябре 1984 года, накануне праздника святого, десная рука была передана церкви острова Керкера. Спиридон родился в 70-е годы III века на острове Кипр, в селении Аския. Подобно ветхозаветному царю Давиду, с ранних лет он пас овец. Впоследствии многие люди, встречавшиеся со святым Спиридоном, удивлялись его простоте. Он был деятельным человеком, принимал активное участие в общественной жизни. Все местные жители прислушивались к его мнению и часто приходили к нему за советом. Спиридон имел обыкновение ежегодно делить урожай на 3 части. Одной делился с нищими и бездомными, другую давал взаймы без получения прибыли, а третьей довольствовался сам. Но лично он не давал и не принимал назад, а только показывал кладовую и разрешал самим уносить и возвращать. Очень многие люди, у которых были экономические проблемы, ходили к святому и просили его. И чудом находятся выходы. Некоторые находят работу тотчас, некоторым еще какое-то счастье выпадает. Помогают родственники, друзья. Когда пришло время, Спиридон женился. У него родилась дочь. Но семейное счастье было недолгим. Его любимая жена вскоре умерла. Потеряв близкого и дорогого человека, Спиридон замкнулся в себе и мало общался с друзьями. Во время правления императора Константина за благочестивую жизнь Спиридона избирают епископом города Тримифунт, современное Тримифусье. Историки и жизнеописания свидетельствуют о том, что святитель Спиридон участвовал в Первом Вселенском соборе 325 года в городе Никея,
на котором отцы церкви защищали учение о Святой Троице, выступая против распространившегося лжеучения Ария, отрицавшего божественную сущность Сына Божьего, Иисуса Христа. Согласно сказанию, на этом соборе святой Спиридон чудесным образом защитил учение о Святой Троице. В руках святого кирпич в один момент распался. Глина, из которой сделан кирпич, упала на землю, также и вода, а огонь поднялся вверх. Чудотворным образом он доказал, что как из этих трех составных частей состоит кирпич, вода, глина, огонь, так и Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, будучи одновременно тремя лицами, составляют при этом одно целое — монаду. По возвращении с Никейского собора Спиридона ждала страшная весть. Умерла его единственная дочь, Ирина. Велико было горе отца, безвременно ушедшая жена, а теперь и дорогое чадо, в которой он души не чаял. Мы не знаем, какую боль он претерпел в связи с потерей своих близких, и можем лишь догадываться, что, несмотря на упование и веру в промысел Божий, ему нелегко было перенести смерть дочери. Тяжелое испытание, выпавшее на долю святителя, закалили его душу и укрепили веру. У него не опустились руки, и он еще с большим усердием принялся помогать страждущим. Только тот, кто сам испытал боль, может понять страдания и нужды окружающих. За благочестивую жизнь и любовь к ближним Господь дал святому Спиридону дар чудотворений и прозорливости. Святитель неоднократно спасал жителей Кипра от засухи, исцелял больных, в том числе и императора Констанция. По его молитвам совершались великие и славные чудеса. 12 декабря я ехал из одной деревни и столкнулся с автомобилем на скорости больше 100 километров. Моя машина разбилась, сплошной кусок железа. Но я вылез живой, с одной только травмой, вот здесь, на голове. Это был день святого Спиридона. Это чудо. Не могло быть по-другому. Это самый лучший святой в мире. Настоящий, мощный. Я к нему сейчас иду. Отсюда до сюда у меня вставлена спица. Была авария, я упал с велосипеда. Не послушал свою жену, выпил вина и поехал ночью. Долго болел, но на меня излилась большая благодать. Я опять езжу на велосипеде. Но сейчас я стал лучше, чем был. Раньше я даже богохульствовал. А сейчас я иду в церковь. Однажды на Кипре долгое время не было дождя. Погибла вся растительность и урожай. На острове начался голод. Людьми овладело отчаяние. Видя страдания соотечественников, святитель вознес к Богу усердную молитву. И она была услышана. Несколько дней на Кипре шел проливной дождь, напоивший землю и восстановивший высохшие источники. А затем, по молитве Спиридона, дождь чудесным образом прекратился. Святитель Спиридон твердо придерживался принципа нестяжания и требовал этого от клириков. К остальным людям он был мягок и помогал не только бедным, но и не вполне преуспевающим торговцам. При этом никогда не брал проценты по судам и строго вразумлял тех, кто стремился к неправедному обогащению. Один торговец неоднократно брал у Спиридона деньги в долг, причем святитель не следил, когда и сколько тот возвращает, а, махнув рукой в сторону ларца, говорил: «Возьми, сколько тебе надо». Так торговец брал в долг с благословения святого и возвращал обратно. Он радовался, что ему не нужно отдавать проценты по суде, и дела его процветали. До тех пор,
пока корыстная мысль не созрела в его сердце, вовсе не возвращать деньги обратно. «Все равно Спиридон не видит, сколько я кладу», — подумал он. И хитрец сказал святому, что все возвратил. После этого торговец потерял весь свой доход и стал бедняком. Он дерзнул еще раз прийти к Спиридону и по обыкновению взять взаймы. Но когда он открыл ларец, то увидел, что денег в нем нет. Если ты вернул золото, то оно лежит на том же месте. А если оставил деньги себе, то зачем ты ищешь их в ларце? Кротко сказал святой мошеннику. Жадный торговец обманул себя сам и стал нищим. Смиренный Спиридон простил незадачливого хитреца и отпустил его с миром. А торговец на всю жизнь запомнил урок, стал честным и вскоре достиг прежних успехов. Святитель Спиридон вошел в церковную историю как святой, совершивший много славных чудес. Особенно действенна его помощь в решении житейских финансовых проблем. Речь не идет о каких-то невероятных суммах. Нам много не надо. Мы лишних денег не просим, но он дает столько денег, сколько надо для жизни. Помогает в работе. Нашей лавке 60 лет. Все мы, жители Керкеры, считаем Спиридона великим чудотворцем и знаем, что он нас сильно защищает. Святой Спиридон пребывал на острове и совершил много чудес, которые известны во всем мире. Все время мы слышим, как многие люди рассказывают. Кто-то не имел ребенка, святой помог ему. Кто-то болел и выздоровел. Спиридон каждый день рядом с нами. Одна женщина неизлечимо болела и выздоровела. Потом она встала и вымыла пол здесь на лестницах за то, что Спиридон дал ей подняться с кровати. Он всех защищает. До конца дней головным убором Спиридона была обыкновенная пастушья шапка из финиковых веток. В ней его принято изображать в иконографии. Святой прожил долгую, полную испытаний жизнь. И 12 декабря в возрасте 78 лет предстал перед Богом. Его тело было погребено в храме святых апостолов в городе Тримифунт. Со временем на этом месте возникла обитель с его именем. Ныне Тримифусья находится в 25 километрах от столицы Кипра Никосии. Обитель опустошена, и лишь название напоминает о былом значении этого места. И после смерти этого великого угодника Божия Господь по его молитвам совершает великие и славные чудеса. Особенно ощутили помощь святого Спиридона жители Керкеры. 4 он спасал остров от бедствий, 2 от чумы, 1 раз от голода и еще раз от турецких захватчиков. Святой совершает чудеса каждый день. У нас есть множество свидетельств, что он посещает больных, онкобольных. Было очень много исцелений людей, больных раком. Исцеляются люди, страдающие и от других болезней. К святому приходит очень много людей бедных, которые обращаются к нему с любыми проблемами, и святой помогает им. Я помогаю в храме. Вижу разное. Приезжали люди из России с ребенком на инвалидной коляске. И ребенок стал ходить. И теперь они приезжают, ребенок здоров. Святой Спиридон всем помогает, кто просит. Великий святой нашей церкви. Если есть вера в сердце, то обязательно поможет. Я ежедневно разговариваю с ним о новостях, о погоде, урожае, наболевшем. Бывает, даже жалуюсь на кого-то. Он все слышит и ничего не оставляет без внимания. Жизнь у нас на острове протекает мирно и спокойно, под его покровительством. Я верю, что на это послушание меня избрал сам Святой, и я ему за это безмерно благодарен.
Остров Керкера – благодатный край, уголок живописной природы, место, избранное Тримифунским чудотворцем. Несмотря на отдаленность острова, этот угодник Божий одинаково близок всем, ибо по данной ему Богом благодати он слышит все молитвы, прошения и призывы о помощи со всех уголков вселенной.